Основная программа Абхазского экономического форума еще не началась, но в Очамчире уже проходят бурные дискуссии и обсуждения. Здесь в четверг на базе отеля «Черноморская жемчужина» прошла рабочая встреча по вопросу малых средств размещения. Министр туризма Абхазии Астамур Логу отметил важность повышения уровня вовлеченности малых ательеров и их дальнейшего развития. Это стало ключевой темой рабочей встречи по вопросу малых средств размещения в Очамчире. Он выразил удовлетворение тем, что форум привлек большое количество гостей, вызвав интерес в Абхазии, Российской Федерации, в том числе в Армении. Сегодня же, конкретно сегодняшняя задача, это познакомить турагентов из Российской Федерации с представителями, хочу очень конкретно сказать, малого бизнеса в сфере туризма, малых ательеров, имеется в виду с небольшим номерным фондом. У нас, к счастью, большие отели заполняются очень быстро, хорошо продаются, гости сюда едут, но есть проблема с заполнением малых отелей. Вот поэтому мы конкретно встречу в рамках B2B в формате проводим сегодня, чтобы турист-агенты напрямую работали с ательерами. И очень надеемся на то, что они подпишут контракты, продадут свои номера и получат большое количество гостей в этом сезоне. Участники встречи обсудили, как помочь частному сектору подтянуться до высоких стандартов, которые теперь диктуют обновленная логистика и открытый аэропорт. Поэтому для местных предпринимателей форум – это шанс выйти на новый уровень. Развитие республики как современного курорта невозможно без учета интересов местного предпринимателя. Здесь презентованы интересные проекты, вот новые, это агрегаторы бронирования, это система управления внутренняя абхазская. Да? Мы сейчас говорили о том, что создалась православная миссия, такая организация, которая организована из Российской Федерации, будет привозить туристов. Это называется направление развития религиозного туризма. И для нас это очень важно, паломнический туризм. Поэтому мы хотим их объединить с ассоциацией экскурсоводов Абхазии, чтобы наши ребята, которые в ассоциации состоят, получили работу. В рамках рабочей встречи представили брендбук Абхазии. Он разработан нижегородской организацией «Центр 800». Астамур Логу отметил, что брендбук необходим для раскрытия потенциала страны, ее презентации. В нем используется понятие «апсуара» – то, что отличает Абхазию от других причерноморских стран. Разработчики представили слоган для внешней и внутренней аудитории, специальный шрифт, графические элементы, логотип. Сегодня же я могу с большой долей даже нет, с большой уверенностью, правильнее будет так сказать, отметить, что нижегородские коллеги, думаю, что сегодня могут сдать экзамен по Апсуара без шпаргалки, потому что они проделали очень большую работу. Я видел материалы, книги, которые мне до этого не попадались по Апсуара, понимаете, да? То есть это большая работа, за которую я хочу в первую очередь вас поблагодарить, друзья. Создатели взяли интервью у представителей абхазского бизнеса, деятелей культуры и диаспоры в России, научной интеллигенции, о том, как они хотели бы позиционировать свою страну и свой народ в мире. Бренд – это, конечно, далеко не только логотип, и вообще не столько логотип, сколько это большой визуальный язык, на котором территория разговаривает с миром, причем с внешней аудиторией, с внутренней аудиторией, поэтому обязательно было необходимо провести большую подготовительную работу с точки зрения определения смыслов, на которые будет строиться этот бренд. То есть у нас были большое количество фокус-групп, интервью, исследований с представителями совершенно разных сфер Абхазии. Также в рамках мероприятия были подписаны ряд соглашений. Среди них инвестиционный договор между республиканским унитарным предприятием объединения пансионатов курорта Пицунда и обществом с ограниченной ответственностью ТЭС о создании санаторно-курортного лечения на базе поликлиники курорта Пицунда. Поликлиника будет отремонтирована, оснащена современным медицинским оборудованием. Наши туристы будут отдыхать не только морским морем пользоваться, но и будет дополнительное лечение. Сегодня после ковида это актуально, люди больше занимаются своим здоровьем. Также у нас разработана медицинская программа, несколько медицинских программ
это физиотерапия, кардиологическое направление и местный феномен. Писунская сосна выделяет фитонциды, которые благотворно влияют на органы дыхания, на легкие. Поэтому люди будут с удовольствием пользоваться, туристы наши. Государству важно найти модель симбиоза, а не поглощения, где конкуренция будет добросовестной. В перспективе это позволит сохранить за малыми средствами размещения статус души Абхазии. Главный вопрос повестки – как превратить огромный потенциал республики в стабильный и высокотехнологичный драйвер экономики. Сегодня туризм для Абхазии – это не просто курортный сезон, а долгосрочная перспектива суверенного развития. А предстоящий форум – отличная возможность показать потенциал республики. Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение.